Усман Фатхулович Бакиров родился 12 марта 1896 года в селе Верхняя Курса Арского района Татарстана в семье земледельцев. После окончания восьмилетнего медресе, основанной Абдельнасыром Курсави, которое считалось одним из ведущих учебных заведений в окрестностях, Усман начал свою преподавательскую деятельность. Сначала он работал в соседнем селе Семет, затем в Сарайше Курши, где в течение 3 лет преподавал в начальной школе. В 1915 году его призвали в армию и отправили на фронт. Он участвовал в боях против австро-венгерских войск на Украине. В частности, он освобождал город Тернополь. Однако в 1916 году, оказавшись в окружении со своей частью, которой служил, он попал в руки врага и до 1918 года находился в качестве военнопленного в городе Дебрецен. В 1918 по 1922 годах Бакиров преподавал во вновь реорганизованных советских школах Сараева и своей родной деревни Верхняя Курса. В 1923 году он приехал в Казань и устроился работать учителем, воспитателем в детский дом имени Габдуллы Тукая. Одновременно он учился в вечернем землеустроительном техникуме. В эти годы Бакиров вплотную занялся литературным творчеством. Он писал рассказы для детей воспитательного характера и принимал активное участие в создании пионерской организации в Казани и организации ее печатного издания газеты «Яш Ленинче», нынче «Сабантуй». В 1929 по 1936 годах Бакиров был ответственным секретарем редакции журнала «Магариф». С 1932 года он совмещал журналистику, деятельность с работой в республиканском издательстве, редактируя учебно-педагогическую литературу. В 1936 по 1940 годах Бакиров учился на отделении татарского языка и литературы Казанского педагогического института. После окончания института он вернулся на работу в издательство. В 1941 по 1945 годах Бакиров был командиром орудия в минометном батальоне и военным корреспондентом фронтовой газеты. За честь Родины, за боевые заслуги он был награжден орденом Красной Звезды и Отечественной войны второй степени и медалями. После войны Бакиров работал заведующим редакцией учебно-педагогической литературы Таткнига издата. Свою многолетнюю педагогическую деятельность и работу в издательстве он совмещал с литературно-творческой деятельностью. С 1928 по 1955 годы произведения Бакирова, написанные для детей, вышли в 14 изданиях. Работа Усмана Бакирова «Первая победа» 1928, «Да здравствует молодежь» 1934, «Наш рапорт» 1936, «Дети Сафы», сборники рассказов «Жатва», «Мальчик-партизан», «Одноклассники», «Мой учитель», «Огненная мельница», книги, адресованные детям дошкольного возраста, такие как «Усатая Беке», «Дорогой подарок». Усман Бакиров до последних дней своей жизни, он умер 12 марта 1982 года в Казани, активно творил и вел общественную жизнь. В 1966 году в связи с 70-летием ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан». Усман Бакиров – член Союза писателей СССР, Татарстан с 1955 года. Награды Ордена Отечественной войны второй степени, Красной Звезды, медали. Татарский писатель, во время войны командир орудия в минометном батальоне, военный корреспондент фронтовой газеты «За честь Родины», вел дневник в 1942 по 1945 годах. Книга рассказов известного татарского писателя Усмана Фатхуловича Бакирова адресована детям младшего школьного возраста. Книга привлекает маленьких читателей простотой изложения и достоверностью повествования. Герои рассказов Бакирова – сельские мальчишки и девчонки, чье детство прошло в советской деревне. В своих рассказах автор хотел показать крепкую дружбу и трудолюбие сельской детворы. В сборник вошли 2 повести – «Моя учительница» и «Найденыш».